Ассаламу алейкум, родная, милая, красивая, высокая, вечно идущая вперед, стремительно развивающаяся и огромно застраивающая, и всех на позитивную ноту настраивающая, родная, опять-таки повторюсь, Чечня. Пишет тебе твой сын твоего маленького, но гордого народа Дукваха. Сейчас нахожусь я в Лос-Анджелесе и записываю это обращение к тебе, моя родная Чечня. Валлай, нахожусь в Лос-Анджелесе, но душа моя все равно находится там, в Чечне. Там, в Чечне, находится моя душа. Что могу рассказать? Живем нормально здесь, неплохо, в принципе, наших, то есть войнахов много. Мы здесь не делимся, ингуш, чеченец, кто там, мы все в войнах, здесь единый народ. Не единый народ, мы здесь все вместе держимся нормально. Ну вот, недавно у меня друг один есть, тоже я не знаю, этот Ахмад зовут его. Ахмад, короче, он этого Абдурахмана, жены Сациты, родной племянницы Седы, вот у нее есть, короче, муж Турпал. Вот у Турпала есть двоюродная дочкина сестра, короче, ее зовут Марха. Вот Мархиного дедушкина и его бабушки вместе когда-то в школе учились, так вот у них один преподаватель был, этого преподавателя сын, короче, это Ахмед. Вот этот Ахмед, он, валлай, что это за человек, это что за борц, это просто, я таких людей никогда не видел. Валлай, он не то, что кто просто пальцем покажет в сторону войнахского народа. Он просто кто ухом своим туда повернет вот так вот. Он этого человека готов рвать. Это волк, это что за борс? Это в натуре настоящий волк, волчара, я бы даже сказал. Я говорю, это вообще уже человек. Так вот, мы с ним, короче, вместе ехали. Мы едем как-то с Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. И там у них поворот один есть. Валлай, билай, как он мне напомнил, вот, Назрановский поворот. Дейл Гуран, говорю, он мне как его напомнил. Дейл, да, я отвечаю, просто один в один Назрановский поворот. Такая ностальгия взяла меня. Такая ностальгия окутала мою душу. Я просто поэтому, да, не сдержался, решил записать. Я говорю, иногда хочу заплакать, но сразу же вспоминаю, что чеченцы не плачут, у них просто потеют глаза. Они никогда не плачут. Валлай, это так и есть. Как-то один раз тоже с этими схлестнулись, короче, сицилийцами, да? Ну, сицилийцы это что-то вроде вот то, что рядом с нами живут дагестанцы, что-то вроде этого. Это что-то между, короче, вот, что-то между ними. Это вот они мне напоминают хасавюртовских этих аварцев. Хасавюрты, то, что аварцы живут, они мне их напоминали что-то немножечко. Валлай, они мне говорят, короче, Дукваха, ассаламу алейкум, я ва алейкум ассалам, ну как же, я же в войнах, надо же отвечать на приветствие. Ассаламу алейкум, я ва алейкум ассалам. И говорят, короче, они мне такие, вот так-то, такой-то расклад будущего, вот так-то делать. Валлай, я вот так посмотрел, я один был, короче, их тоже много было, а я один был. Я так посмотрел, на каждому в глаза заглянул, каждому в глаза. Валлай, они увидели мои волчьи глаза, вот этот волчий взгляд, вот этот волчий взгляд, который
присущ только нам, войнахам, короче, посмотрел так. И говорю, ты, Елдая, чеченец, я никого, кроме Аллаха, не боюсь. Я никому из вас, никому, ни так-то, ни вот так-то, ни вот так-то делать не буду. Валлай, вот их не самый главный подошел и говорит, Дукваха, никаких проблем, Дукваха. Я говорю, нормально тогда, все по рукам. Я еще говорю, вам повезло, что вы, что со мной Ахмада нет. Ахмад со мной был бы, он бы вас всех бы здесь нормально сделал бы. Потому что Ахмад это достойный сын чеченского народа. Валлай, таких единицы таких. Ну ладно, я надеюсь, хочу с почтовым голубем эту флешку отправить. Надеюсь, дойдет, хотя она дойдет, потому что все дороги ведут в Чечню, либо в Назрянь. А в Назряне свои пацаны есть. Они, если что, нормально сделают, донесут. Ну что, родная Чечня? Ассаламу алейкум, дай мок. Всем маршал от здесь, кто находится, от чеченцев, войнахов и ингушей. Всем саламу алейкум, родной Чечне, родному Кавказу. Всем саламу алейкум. Давайте.